феврале исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. И сегодня у нас здесь в студии человек, который прошел боевые действия в Афганистане и сейчас является участником специальной военной операции. Илья Петрович Рыбаков у нас сегодня в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья Петрович, давайте начнем наш разговор прежде всего именно с боевых действий в Афганистане. Естественно, первый вопрос, как вы туда попали? Я в Афганистане служил 86-87 год. 85-го призвался в армию, значит, Туркестанский военный округ, а 86-87 уже находился в Афганистане. На службу пошел после института. Это была моя инициатива. В те годы давали отсрочку. Но я посчитал, что нужно пойти как можно быстрее в армию, потому что она была неизбежна. Служил я в 56-й бригаде, десантно-штурмовой, снайпера, командиром взвода, замкомандира взвода. Вот как бы вот так. Расскажите именно о самих боевых действиях. Как вы туда попали? Почему? Была ли возможность вообще туда не идти? Вы знаете, во-первых, раньше было неприлично, если молодой человек уклоняется от армии. Это не только не поощрялось, это осуждалось. И, естественно, отдать долг родине, это считал каждый парень, каждый мужчина, это святое. Естественно, желание мое было. Попасть в Афганистан, да, я хотел, очень сильно хотел, тем более моя первая специальность, то есть я закончил театрально-художественный институт, моя первая специальность артист, я хотел пройти школу жизни и воплотить это потом в своих работах. Ну, немножко жизнь поменялась, я как бы артистом не стал. Вот. Но Афганистан мне дал очень много. Дал мою жизненную позицию, дал мне, наверное, какой-то жизненный опыт. Да и просто воспитал. Воспитал меня. Так, наверное. Вы знаете, мы все понимаем, читали учебники истории, мы, наверное, понимаем всю историческую тогда подоплеку военных действий в Афганистане, но именно хочется задать вопрос человеку, который был свидетелем этих событий. Почему советские войска нужны были? Вообще нужны ли они были там? И как вас встречали мирные жители? Ну, вы знаете как, вот феодальный строй, происходит революция. На смену приходит демократический строй. Естественно, он слабый. Новое правительство Афганистана запросило помощь. Помощь у Советского Союза. Кстати, помощь запрашивалась неоднократно. После чего все-таки была оказана помощь именно в этой революции, в построении дальнейшей жизни. Что делали мы, то есть военнослужащие, срочники, ну и плюс вольнонаемные там были. Это строили дороги, строили детсады, школы, дома. Афганцы приезжали к нам, учились в институтах. Повышалась какая-то квалификация у тех людей, которые находились там, мастера, предположим, какие-то кустари. То есть в Афганистан мы шли прежде всего для оказания помощи. Почему и говорится, что это не война как таковая. Это именно оказание помощи мирному населению. И нас, афганцы, воспринимали довольно-таки, я скажу так, довольно-таки хорошо. То есть, как бы, они были рады, что мы находимся там. Естественно, были силы темные, это как душманы, с которыми мы как бы воевали. Но опять же, у них-то как раз инструктора были, это инструктора с блока НАТО. То есть мы практически воевали опять с Америкой, с Западом, те же самые наемники. То есть эта война очень, наверное, невозможно как бы сказать одним словом, что она несла. Наверное, больше доброты, больше мира. Вот так вот. Без нее нельзя было обойтись? Без нее? Наверное, нет. Почему? Потому что чисто исторически складывалось так, что если не мы, тогда они. То есть, если не мы, тогда американцы. А наглядный пример
что произошло с американцами. Ну, они были там. И потом просто сбежали. Если наши войска, вот, кстати, 35 лет, как они выходили с Афганистана, мы выходили с почестями, а американцы просто бежали и бросали народ, который их поддержал, правительство, которое они поддерживали. Вот так. Вы прошли боевые действия в Афганистане и сейчас все-таки решили стать еще и участником специальной военной операции. Может быть, это ответ очевидный, но тем не менее я не могу не задать этот вопрос. Почему? Ну, наверное, во-первых, это воспитание. Это любовь к родине, любовь к отечеству и знание той войны. Вообще знание войны. Сегодня происходят страшные вещи. Сегодня опять столкнулись мы на Украине с наемниками, с блоком НАТО, не с украинцами. У меня 5 детей, все девочки. У меня 7 внуков. Я как-то сел, посмотрел, наверное, это я. Тем более я служил в ВДВ, никто кроме нас. Тем более я являюсь председателем общероссийской общественной организации «Воин» по республике Башкортостан. То есть у меня инвалиды хотели бы туда попасть, но в силу здоровья не могут. Ну, поэтому я принял решение, наверное, надо встать опять на стражу Родине. Вам почти 60 лет, однако вы решили пойти. Как вы себя сейчас ощущаете, в каких войсках служите? Ну, да, я служил, как я и ранее сказал, в десантно-штурмовой бригаде, то есть десантником. Сейчас я в мотострелках. Ну, здоровье пока есть. Так что служба идет, служимся. Как обеспечение? Обеспечение отличное. Вы знаете как? Отличное и в плане Минобороны, государства. Но, наверное, больше я хочу проакцентировать вопрос на волонтерах, на тех людях, которые в тылу собирают помощь и отправляют ее нам. Вот честь им, хвала и большой земной поклон. Благодаря вот этому вниманию, да, мы просто не имеем права не победить. Я сталкивался со многими волонтерами и с крымского направления своих не бросаем, и с московского направления своих не бросаем. Они все горят. И такое ощущение, что они гораздо лучше нас. Поэтому ради них стоит находиться там. Ну, не могу не задать еще один вопрос, который, наверное, волнует всех, потому что вы знаете, что отношение к специальной военной операции разное. И, наверное, в 80-е годы, когда были боевые действия в Афганистане, наверное, было такое же. Я не знаю, не могу, я только предполагаю. Вот вы человек, свидетель тех событий, нынешних. Сравните отношение молодых людей. Вот оно сейчас такое же. Такое ощущение, что патриотов стало меньше. Но это вот исключительно предположение. Вы знаете, может быть, идеология поменялась. Может быть, действительно есть какие-то определенные упущения вот именно в этой жизни, да? Но столкнувшись с молодежью, вот напрямую, а именно находясь на СВО, я с вами могу не согласиться. В плане того, что патриотов меньше не стало. Может быть, даже на сегодняшний день патриотов стало гораздо больше. К ним относятся и те ребята, которые находятся в СВО, которые за свою родину, за отечество готовы отдать жизни и отдают. И опять же, те же волонтеры, те же люди, которые собирают квадрокоптеры, которые делают свечи, да и, Господи, да многое, что они вот именно для нас, для солдатов, там, шьют, плетут сети. Разве это не патриоты? Я думаю, что патриотизм сейчас набирает очень большие обороты. И действительно, вот
У нас же как, когда тяжело, тогда мы начинаем осознавать. Тогда появляются какие-то ценности. Илья Петрович, вот по вашему мнению, специальная военная операция это урок, это время, это специальное такое испытание для того, чтобы действительно переродиться, что ли, и пойти дальше? Как по-вашему? Наверное, да. Наверное, да. Это, знаете, как существуют эпидемии, существуют какие-то нарывы на человеческом теле. Ну вот это вот Украина, вот этот фашизм, нацизм, вот это, наверное, и есть нарыв, который должен был когда-то прорваться. И наше участие именно в этом СВО остановить это все, остановить этот не прогресс, а вот регресс, вот эту чернь. Наверное, вот это главное. Вы сталкивались именно со свидетельством того, что на Украине есть фашизм и нацизм? Да, и довольно-таки часто, потому что, в принципе, попадают же люди и в плен с той стороны. Видать, по отношению, по татуировкам, по взгляду, по состоянию души, по ведению той же самой войны. Ведь, вы видите, как, если, предположим, даже происходит такое, что попадают наши ребята в плен, какое отношение к ним? А это и есть как раз задатки фашизма. Вот эти пытки, вот это вот непонятное уничтожение. Зачем? Вот смотрите, есть такая интересная ситуация. Предположим, на всех войнах было такое, что санинструктора медика, нельзя убивать. Он выносит человека с поля боя. Этот человек, он как бы неприкасаем. А здесь, получается, идет от обратного. То есть зависают коптеры, дроны и ждут, когда начнут выносить раненого. Люди с повязками видят, кто это. Эвакуировать. Надо уничтожить побольше. Вот отношение. Вот это отношение. Вот это фашизм и есть на уничтожение людей. Чем отличаются боевые действия в Афганистане и сейчас специальная военная операция? Да вы знаете, наверное, только технологиями. То есть технологиями и ведением боевых действий. То есть как бы все-таки та война, она была как бы в XIV веке. То есть там было 1380 какой-то год. А здесь 21 век. То есть уровень именно технологий, конечно, повысился. Вот эта разница огромная. И, как я уже говорил, получается такое, что здесь очень много подлости. Там все-таки было немножко по-другому. Нам даже вот маленький пример. Предположим, приходит время намаза. Все, мы останавливаем боевые действия, мы видим, они поднялись, постелили коврик, помолились, опустились, и началась стрельба. Но на момент намаза ничего нельзя делать. Вот в завершении нашего интервью хочу спросить, а не пожалели, что пошли на специальную военную операцию? Абсолютно не пожалел. Я считаю, что это правильно, так и должно. Мужчина приходит в этот мир для того, чтобы охранять мир, а женщина для того, чтобы рожать детей. Вот и все. Спасибо огромное, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся, для того, чтобы вы нам, на самом деле, наверное, рассказали, как это происходит изнутри. Для того, чтобы каждый из нас, кто там не был, понимал всю истину. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.